Нахожу верных друзей, я себе по всему свету. И вот стал уже взрослее и увидел всю планету. До сих пор стараюсь я интересным быть для мира, чтобы мог я рассказать о своей земле башкирской, о башкирах рассказать, научиться танцам, песням. Ведь чем больше знаю я, тем я буду интересен. Для меня Урал-Батыр, самый сильный из батыров. Древний миф уральских гор расскажу я всему миру. Я учу башкирский язык, башкорт тілін öğrenем. Я учу башкирский язык, башкорт тілін öğrenем. Хаумагад, хурмәтле достар! Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на третий урок башкирского языка. Башкорт тілінің үзінсі дәрсіне рахмет етегед. Башкирский язык древний и своеобразный. На нем можно обсуждать практически все, от покупок в магазине до философских и религиозных теорий. А наша цель – обучить основам башкирского языка за 12 уроков. Вячеслав Чернев, полиглот, свободно владеет 8 языками. Башкирский язык изучал самостоятельно. Интересуется башкирской литературой, культурой и историей. Именно из-за большого интереса к башкирскому языку перевелся с факультета иностранных языков Оренбургского государственного педагогического университета на факультет башкирской филологии БКПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Сам разработал и написал методику преподавания башкирского языка для невладеющих им как родным. Для начала предлагаю вам повторить то, что мы проходили на прошлом уроке, а именно основы башкирской фонетики и алфавит. Особую трудность при произнесении составляют именно вот эти 6 гласных, которые вы сейчас видите на доске. Сейчас мы их произнесем, можем произносить утрированно, но главное, чтобы это было правильно. Первые 2 гласных А, Э. Это широкие гласные, пожалуйста, не забываем об этом. И когда будем читать стихотворение, тоже не забываем, что они именно так произносятся. Давайте все вместе. А, Э. Следующие 2 гласных Э. Вы, наверное, слышите из моего произношения, можете видеть по моей артикуляции, что это гласные узкие. Когда мы их произносим, мы можем представить, что мы улыбаемся. Итак, Точно. Совершенно верно. Прекрасное произношение. Следующая пара гласных – это гласные огубленные. Берем за основу уже изученное нами скруглили губы, получилось О. Когда произносим башкирское О, взяли позицию для О русского, оттуда произнесли кратко У. О, Вот. Прекрасно. Давайте закрепим эти 6 гласных. Это же не так сложно. Давайте. А. О. Итак. О. Так, Итак, получилось в принципе хорошо, но только у меня такое ощущение, что у вас дифференцировано не очень сильно. Это широко. Вот. А это то же самое, что, помните, в «Пингвинах из Мадагаскара» изображали «улыбаемся и машем». Вот оттуда берем. Настроили себя на улыбку. Так, мы можем еще построить отсюда же ударный русский гласный «и», который пишется в русском и башкирском одинаково. Вот это гласное произносится как ударный русский «и». Например, название фонда, который спонсирует наш замечательный проект, это «Мирав». Вы слышите, я произношу не а нормальный ударный русский «и». Еще раз попробуйте произнести и «о». Отлично, у вас уже эти гласные получаются. Аладдин Бей? Потрясающе. Ваше произношение, я думаю, вызвано тем, что вы прекрасно владеете родным азербайджанским языком, что вы наглядно продемонстрировали на прошлых уроках. Селестан? Ваша очередь? Вот. Хорошо. Улыбаемся и машем. Вот. А вы говорите проблему. Ну, получилось же все.
Итак, вспоминаем наши замечательные специфические согласные башкирского языка. Так, вот тут у нас, я думаю, будет чуть-чуть больше проблем, чем с гласными. Хотя, кто его знает. В и Ф. Те которые с таким замечательным значком, который называется прекрасным французским словом «сяди», это звуки межзубные. Давайте все попробуем их произнести. В, Ф. Так, отлично. Это ни у кого проблем не вызвало. Теперь научимся дифференцировать вот эти два звука. По-моему, с этим у кого-то были проблемы в процессе подготовки к уроку. Итак, первый из них – это просто выдох. Это «х». Второй – это то, что свойственно замечательным нашим братьям, представителям кавказских народов, в том числе и тюркских, в частности, кумыкам, ну, из нетюркских, наверное, грузинам, осетинам, в азербайджанском тоже есть, кажется. Это «х», резко, с храпом, «х». Вот. «Х», «х». Нет, сначала «х», потом «х», с храпом. Чуть-чуть плотнее смычку. «Х». Вот. Вот это я хотел услышать. А теперь пришли мы еще на два заднеязычных звука, которые тоже, ну, страшные трудности вызывают при изучении, при обучении. Это «х» и «г». Так, основу для этих звуков составляет русский звук «к». Умеем произносить на русском? Теперь сдвинули язык чуть-чуть назад. Вот. Потрясающе. Давайте все вместе. Слушайте, у вас знаете, что получилось? Некоторые африканские народы умеют как-то щелкать над гортанником. Я всегда задумывался, как это так получилось? А у вас вот получается. Итак, так, «х», «г». Русский «г» взяли, сдвинули язык чуть назад и убрали смычку «г». «Г». Итак, а вот это, по-моему, самая легкая штука из всех, что мы сейчас взяли, ну, может быть, не считая «the» и «th», это «н». Давайте. «н». Потрясающе. По-моему, во французском этот звук есть. Так? И давайте еще раз произнесем все эти звуки подряд. Все вместе. «В», «th», «х», 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 «г», «н». А вот это пошло самое интересное упражнение. Как раз оно очень вам пригодится при дифференциации звуков в процессе чтения стихотворения, которое вам было задано на сегодняшний урок. Итак, в первой паре гласные отличаются каким признаком? Вот А, Э. Чем они схожи? Твердые. Да, твердые и мягкие. А чем схожи? Широкие они обе. Они оба широкие. А, Э. Вторая оппозиция – это поинтереснее. Твердые. Обе заднего Да, ряда. обе заднего ряда, обе твердые, совершенно верно. Отличие в том, что один из них Широкий. широкий, второй узкий. Так, гласный «э», как произносить помним, это не русский «ы». Русский «ы» оставили вот там, где-нибудь за порогом. Потрясающе. Теперь то же самое, но с переднерядными гласными. Обе они переднего ряда, но один узкий, второй широкий. Эта оппозиция сейчас будет очень сильно вас преследовать в стихотворении. Давайте еще раз. Слушайте, звучит как энергично. Дальше. Афарин Аладдинбей. Фер. Наоборот. Сначала фер, потом фер, Слушайте, звучит же. Звучит. У всех все получается. А теперь оба узкие. Улыбаемся и машем. Все вместе. Так, потрясающе. Теперь Во. Вуаля, суфижиты. Давайте попрактикуем еще вот эти вот следующие две. Это Потрясающе.
И оппозиция, которая особых трудностей не должна вызывать, сначала потом ударный и. Итак, и. И. Мы забыли совершенно про у и у. Какая особенность у этих знаков букв? Если это согласные, то это в. Помним? У, в. Потрясающе, получилось. Итак, к, г, г, эта оппозиция, я думаю, сильно трудностей не будет вызывать или будет? Как по-вашему? Будем тренировать? Будем. Давайте. К, х. Г, г. Так, з, д, с, ц, я думаю, справляемся с межзубными. Н, ан тоже не сильно сложно. А вот эти последние три. Х, х. Теперь х, г. И х, х. Ваш речевой аппарат, я думаю, теперь уже достаточно натренирован. Теперь можно переходить к несколько более сложному упражнению с тройными оппозициями. Вот их будем тренировать абсолютно все. К, х, г. Теперь к, г, г. Х, г, ан. Х, х, г. Нет. Так, потрясающе. Х, х, г. Потрясающе, молодец. Дальше. Х, Х, г. Г. Алло? Х. Можно вот вопрос один? Вот эта буква Х, а звук Х, так или не? Х должны говорить или Х должны? В алфавитных табличках для русскоязычных учеников стоит, наверное, Х. Но, однако же, в живой речи я слышал и так, поэтому... Х можем говорить, и Х можем Х сказать. можем сказать, Х можем сказать. Это не сильно большая проблема. Я думаю, всегда поймут, о чем идет речь. Так, теперь перешли на альвеолярные, заальвеолярные и межзубные. Д, З, Д. И глухая позиция Т, С, Ф. Т, С, Ф. А теперь можем приступить уже к самостоятельному чтению. Вам, кажется, на прошлом уроке были заданы стихотворения. Кто самый смелый, кто хочет первым? Из эпоса Урал-Батыр, завещание Урала-Батыра. Tınla ilem yine aytem, yağızğa yoldaş bulmağız, ulandarım, hezge aytem, cənəşsiz eş kılmağız, min ərsiqən yerlərdə keşəgə bayman tapığız, yağza bulha baş bulub, keşəgə il koruğuz, damlı batır buluğuz, olunu olo ite gez, cənəş alıb yörə göz, kesine kese ite gez, cənəş birep yörə göz, barğızğa şunu əytəm, yaxşılıq bulsun atığız, keşə bulsun zatığız, yamanğa yol kuymağız, yaxşıdan baş tartmağız. Рахмет, друзья, Павлодин-бей. Из достоинств могу отметить потрясающее произношение заднерядных гласных и соответствующих согласных. Х, Г все на месте. Х, Х тоже вроде не путаются. Из небольшой недостаток такой, вы в этом аффиксе, который Г, Г, вы там З произносите. Видимо, под влиянием вашего родного азербайджанского. Тартма Г, Хуйма Г. Вообще великолепно прозвучало стихотворение с точки зрения интонации. Так, Селестан? Esentele minen sesentele. Ondan başka minen halkım yok. Yüreğinde halkı bulmagandın. Kişi bulurgala hakkı yok. Довольно сильное эмоциональное стихотворение выбрал. Слушай, да и прочитал, кстати, с интонационной точки зрения весьма и весьма неплохо. Давайте я сегодня расскажу. Ну, давай. Сегодня мужчины. Следующий раз с девушкой. Согласна. Ну, отлично. Девушки тренируют произношение. Рус тугельмин. Лекен россиянмин. Россиянмин минде горуллык. Ун гумерен
Мене керек түгел. Bir язмешен шуға тураллык. Звучит. Стихотворение также очень сильное, эмоциональное. Ну, надо еще раз попробовать произнести слово «тугель». Түгел. Вот. Интонационная сторона. Не страдает, интонацию освоили все. Я не знаю, откуда мы интонацию с вами вообще не брали, не проходили, да ее мало кто, в принципе, исследует. Барагатала, зурите прахмат. А дальше, я думаю, мы сможем перейти к графическим упражнениям. Какой буквой обозначается первый звук в следующих словах? Слово «кеем». Пожалуйста, напишите букву, которая обозначается первый звук. Совершенно верно. Афарин. Следующее слово. Слово «каен». Ага. Ну, в принципе, вполне себе угадывается, что за букву вы написали. Все согласны? Да. Совершенно верно. Следующее. Ох, вам интересное слово попалось, Аладдин Бей. Готовы? Да. Аладдин Бей. Слово «гилем». Так, все согласны? Совершенно правильно. Слушайте, в азербайджанском это кажется «ильм», там этого «г» вообще нет. Но «эльм». «Ильм». Да. И- Не «г», а «э». Просто «ильм». «Эльм». А от этого «г» осталось только сопровождающее гласное. Слово-то арабское. Ну, арабский это «гальм», да? «Галь», «Гэль». «галь». Поэтому буква «г» принимали башкиры как «г». Да. А в азербайджанском она просто ушла в нуль звука. Просто... Это Так, Célestin. La première lettre «атар». «Атар». Сейчас. Mais oui. C'est bien ça. Теперь ваше слово. Слово «ипле». «Ипле». Совершенно правильно. «Хазина». Так. А теперь, пожалуйста, внимательно меня послушайте. «Хазина». А, да, все, теперь поняла. Это звук резкий и с храпом. Выдоха на «х» там нет. Совершенно верно. Все согласны? Тимурбей, ваше слово «ыкы». 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 О, да, совершенно верно. Дальше. Ваше слово «итек». «Итек». Совершенно правильно написали эту букву. Вы снова не путаете «и», «э». Это похвально. Célestin, quant à toi, ton mot est «кишер». C'est bien ça. Все согласны? Я пока согласен. Так, а вот вам попалось слово немножко интересного свойства. «Киммат». Кимет? «Киммат». Слушайте, Знаю, вы еще не правильно произнесли. или нет там. Ну, пробуйте, пробуйте. Слушайте, это совершенно правильно. Что вы улыбались-то так, а? Такая красивая буква еще Это получилась. еще такая красивая буква получилась. Ну, совершенно верно. Ой, Аладдин Бей, дать вам, что ли, ваше любимое? Ватан. Да, вот на эту тонкость вы все время и обращаете очень много внимания. Но написали вы эту букву совершенно верно, она пишется через «в». Просто мне интересно, что если мы умеем говорить «вагон», да, почему мы не должны говорить «вакыт»? Это «вагон» — это русское слово, да? А «вакт» — это арабское слово, правильно? Это, почему мы вот «вагон», когда говорим «вагон», говорим, а когда этот «вакт» не говорим «вакыт»? То есть мы умеем же говорить «в», то есть башкиры умеют говорить «в», да? Почему «вакыт» не говорит, а «вакыт» говорит? Это же, ну, это тяжело. Просто если мы начнем говорить через «в», система звуков башкирского языка будет немножко выглядеть нарушенной. Вахат, но есть еще, например, «гау», есть еще «товар», где этот «в» все равно останется, даже если мы... Товар. Товар. «В». Не товар. Нет, не «в». А зато в русский язык это слово ушло именно через «в». Оно ушло из тюркских языков, из татарского, из башкирского, именно в русский, а не наоборот. И последнее слово, ну, вишенка к торту, «гибрат». «Гибрат». Вот так вот, да? Именно так.
Ну что, первое графическое упражнение завершено, все с ним справились просто великолепно. И давайте попробуем написать ударные гласные в следующих словах. Атас. Нет, это не атас. Так. Совершенно верно. Так, дальше. Ирек. Ирек. Нет, смотрите, если бы это было а, то было бы ирак. А у нас ирек. Так, совершенно правильно. Аладдин Бей, я вас избавлю от этой участи, не буду вам еще раз давать ватан, но дам вам багана. Б первая буква, а ударный гласный? Ударный гласный. Багана. Я охотно верю, что вы прекрасно владеете графикой. Так, совершенно правильно. Келам. 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 Non, ça fait justement celui-là. Oui, c'est bien ça. Так, отлично, справились. И ваше слово агым. Агым. Совершенно верно. Мы будем сейчас слова писать. Как раз из тех, которые мы только что продиктовали. Ну, наверное, начнем с самого легкого слова «ык». Еще раз повторите, пожалуйста. «Ык». Я говорю на слух, а попробуйте на слух и писать. Это первое. Это первое, правильно. Можно. Так. «Ык». И третья такая же. Ой, ну наконец-то мы написали эту бедную то ли сову, то ли филина. Эфер. 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 Да, мы написали наконец это литературное произведение. Продолжаем дальше. Аладдин Бей. Ну, дам вам слово, ну, раз вы у нас арабист, дам вам киммат. Киммат, там 2 М. Е там нет. Не Е, только вторую М напишите вместо Е. Киммат. Совершенно верно. Это слово дорогой, ценный. Хадр. 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 Это типа нет, нельзя. Да? Нет, это типа сейчас. Сейчас. Так, почти правильно. Только, пожалуйста, убери вот эту вторую и третью букву, они здесь совершенно лишние. А что там звучит, посмотри на меня. Le mot est khadr. Khadr. Kha. Eh bien, le quatrième son est khadr et pas a. C'est pas e. Е. Посмотри в табличку с рядами гласных. Вот под «ы» найдешь правильный вариант. Вот так это пишется в начале слова. Окей. Ouais, c'est bien ça. Вам слово, которого не было в диктанте. Ой, сложно, наверное, будет. Яйлау. Яйлау. Так. Это отдыхать. Это скорее название летнего пастбища. И в конце «у». Да еще вы правильно. Обратите внимание на список слов, который лежит у каждого из вас на столах. Это список Сводеша. Морис Сводеш – это компаративист, который предложил вот этот список слов. Здесь мы видим башкирский и азербайджанский рядом стоят. И если вы посмотрите, действительно очень похожие формы встречаются. Взгляните, пожалуйста, на позиции с 88 по 122. К какой части речи относятся слова? Глаголы. Аладдин Бей, может быть, вы видите какую-нибудь разницу между тем, как даны глаголы в башкирском столбце, и тем, как даны они по-азербайджански? Инфинитив – это окончание «мак», «мак», на азербайджанском, а здесь на башкирском идет «иу», «ау», «ау». Действительно, мак-мак в башкирском языке когда-то было, но грянули 30-е годы, затем пришел Сталин, и это все вымели из языка, как не знаю что. Но
Мак-мяк иногда встречается еще в текстах, в литературе, в стихах. Аллоу, инеу, осоу, кулю и так далее. Вы можете посмотреть, есть еще много примеров на этот аффикс. Этот аффикс имеет следующие фонетические варианты. Оу, если основа оканчивается на согласный и содержит гласные заднего ряда, как аллоу. А заднего ряда, л согласный. Эу, оу, эу, уэ, уэ. Собственно, все, 6 вариантов. Обратите внимание, в глаголах типа ашау, а это часть основы, и никуда из нее она не уходит. Вообще никак. Основу, выкидывать буквы из основы мы права не имеем. Итак, а теперь давайте разберемся со значением этой формы. Эта форма называется имя действия, исм колом. Что-то вроде английского gerund, герундия. Не путай с французским gerundif. Gerundif — это несколько другая штука. Кстати, о значении имени действия, как это следует из названия, мы так называем процесс. Скажите, пожалуйста, мне трудно учиться. Меня? А меня? Уранеу. Трудно? Кыен. Хаен. Кыен. По-русски мы говорим «учиться трудно», это инфинитив. А здесь используем форму под названием «имя действия». Он, допустим, у крымских татар она, кстати, сохранилась из агузских языков. Кадырув, барув и так далее. Вот с таким аффиксом. В башкирском языке мы имеем право использовать здесь не инфинитив, а имя действия. Отбросили окончание имени действия, получили форму второго лица единственного числа повелительного наклонения глагола. Ты что делай? Бери, читай, пиши и так далее. Суа, ли, etc., etc. Экри, etc. Просто отбросили окончание имени действия. Получили императив осоу, лететь. Ос, летай, лети, улетай отсюда. Ашау, аша, ешь. В повелительном наклонении второго лица единственного числа у нас ударение стремится к первому слогу. Добавили к этому, к повелительному наклонению, оно же основа осталась, чистая основа, без всяких аффиксов. Видите, здесь ничего не подчеркнуто. Это основа имени действия, повелительное наклонение. К этой основе добавили а, или й и краткий. Получили третье лицо единственное число настоящего времени. Он что делает? Он что делает? Летает, пишет, читает и так далее. Давайте разберем сначала верхнюю строчку. Исем Колым. Это что? Стоп. Я специально не подписывал эти вещи на русском языке, чтобы это не вызывало у вас, скажем так, соблазна подставлять вместо башкирских форм соответствующие русские. Исем Колым есть имя действия. Бойрук Колым — это повелительное наклонение. Вот здесь непонятно почему. Вот аллу. Это как получить. Правильно на русском языке? Алло, взять. Взять, да, взять. Потом говорят это ал. Ал, возьми. Возьми. Вот это. После этого уже начинает это самый третий, да? Вот Третья строчка Алла. Он берет, получает. Получает. Да, настоящее время, третье лицо, единственное число. Он что делает? Чистая основа, прибавляем к ней либо а, либо либо и краткое е. Видите, ал, алла, получи, он получает. Получили третье лицо, единственное число, настоящее время. Переходим чуть ниже. Ашау, основа аша, видите, на гласную заканчивается. Мы не имеем права еще один гласный туда засовать. Аша, Да, да? это еш, аша, аша. Ашау есть. А Ашау есть. Аша, еш. Обычно же должны были добавить либо а, либо так? У нас гласные и согласными обычно чередуются, есть правило. Два гласных подряд, молветон. Это дурно, это плохо, это нехорошо. То есть только а, только или только и кратко добавляется? Только одно из трех. А, и краткое. Четвертого не дано. Обратите внимание, это третье лицо. Он что делает? Он, она, оно. Берет, входит, летает, смеется, ест, говорит. Может, мы наоборот начнем вот это ал, потом алла, алыр, алырга. Может, нам так легче будет. Алу – это брать. Брать. Да. Ашау это Потом есть. мы приказываем, да, ал. Ал, возьми. Ты возьми. А потом вот это третий зад хазирки заман. Вот зад хазирки заман. В настоящее время третье лицо. Вот Алла. Он что делает? Он получает. Получает, да? он. Буква А добавили, правильно? Да. Вот окончание. Дальше. Аллар. Будущее время, третье лицо единственное число. Что он будет делать? Брать. Он получает. Он возьмет.
что сделает? Можно я вот немножко? да. Вот смотрите. Давайте таким образом делаем. То есть вот это настоящее время, да? Вот который третий задний. Өсінсізат, қазіргі заман. Сделаем, что какие окончания. И перечисляем пока. И краткое. Вот, и это когда настоящее Да, время. дальше. Пошел у нас будущее время. Третье лицо есть число будущего времени. Взяли повелительное наклонение, добавили к нему буква «Р», а при необходимости перед ней узкий гласный. Видите, ашау, аша. Основа на гласной. Просто «Р» добавили, все нормально. Гласные и согласные чередуются. А если возьмем «ал», «ал-р» не можем сказать. Надо узкие гласные между ними. В данном случае «э». «Кылю», «кыль», «кыллыр». «Кыллыр» должно было быть, но губную гармонию Закон вспоминаем. гласный. Все понятно. Это будущее. Это будущее. И вот, наконец, мы с вами дошли, господа, до той формы, которая называется инфинитив. Неопределенная форма глагола. Добавили к этому «га», «га». Тут, видите, все время на «р» заканчивается. Добавили «га» или «га» в зависимости от ряда гласных. Получили инфинитив. Что делать? Алырга – брать, получать. Күлірге – смеяться. Хүйлерге – говорить. Инфинитив алырга или инерга, правильно? Да. А почему тогда нужно было слово алыу или инею? Для чего это надо? Можно было же вот в словаре использовать инфинитив как начальная форма слова, да, инфинитив. Мы к этому привыкли в русском, но дело в том, что инфинитив сам по себе. Видите, он сложно составленный. Тут сначала «р», а потом еще к нему аффикс. Нет, если есть инерга, для чего нужна инею? Вот для чего она нужна была? Потому что вот так обозначается процесс. По-русски процесс обозначается чисто инфинитивом, а имя действия, исм колым, относится к существительным. Лектюр, чтение, это тоже укл. А в башкирском это все просто слилось. Это глагольная форма укл. Это и чтение, название процесса, и читать. Укырга. Да, укырга – это просто читать, когда процесс не подразумевается, просто действие, все. Когда мы описываем процесс, лучше сказать укл. Хотя, во многих случаях мы взаимозаменяемо с укл. Укл керек и укырга керек. То есть укл тоже читать, укырга тоже читать. Да, но укл еще к тому же и чтение – это форма более универсальная. Снова берем повелительное наклонение, добавляем к нему ган, ген, кан, кен. Осган, потому что там глухой согласный. Осган сказать трудно. Алган. Да, алган. А это уже что? Это получается неопределенное прошедшее время. Это то же самое, что в азербайджанском алмыш, гальмиш, олмуш и так далее. Кто-то он взял, а я не видел. То есть напрямую не переводится. Напрямую не переводится. Вот ты в каком году родился, Селестян? В 8-м. В 88-м, да? Да, типа такого. Нам нужен именно год рождения. Допустим, я в 94-м родился. И я скажу, то, чего мы не видели, не помним, своими глазами не видели, ушами не слышали, руками не трогали, или это давно было, давно и неправда. Мы вот говорим вот так, алган, инген и так далее. Чтобы сказать, что мы участвовали при этом процессе, мы используем вот эту вот следующую колонку, аффикс д, д, т, т и так далее. Там 16 вариантов аффикса. Не пугайтесь, на это есть особое правило. Алд – это определенное прошедшее время. Опять же, третье лицо, единственное число. Да, тоже получил, но я это точно знаю. Определенное будущее время, внимание. Мы берем не вторую колонку, а третью. И добавляем сак, сек. Вот, ала, сак, ине, сек и так далее. Это определенное будущее. Будущее время. То есть я точно знаю. В любом случае, однозначно, 100%. Короче, к третьему столбику добавляется еще и... сак, сек. И при необходимости перед ним широкий гласный. Хюйлей. Хюйлей сек сказать нельзя. Поэтому мы говорим хюйлей я сек. Видите, еще там добавилось. Вот последние два столбца очень сложно. Сложно из-за 16 вариантов аффикса, Да, правда? да. А на это есть правило. Мы его сейчас будем рассматривать. Так не на этом уроке, так и на Вот все столбики это все вам в реальной речи пригодится. А как-то можно так разговаривать, чтобы попроще, вот без двух столбиков? Относительно редко. Можно, чтобы упростить вот эти объяснения,
Вы можете сразу просто вводить одну строчку на русском перевод. Например, алу, как на русском. Ал, как на русском. Алла, как на русском. Алир, на русском, как вот. Сразу так будет легче. Вход или войти. Инел. Название процесса. Ин. Войди. Ина. Он входит. Инер. Он войдет в будущем. Инерга. Входить. Чисто действие, не процесс. Не обязательно процесс. Как инел, по сути, да. Да, по сути, да. Но по структуре это несколько разные вещи. Итак, инган. Он вошел, а я не видел. Сразу здесь вопрос. то есть не вошел. Чем отличается вот инер от вот эти инесек? Степенью точности этого действия. Инер это просто, ну зайдет, ну или не зайдет, но мы не знаем. Он не certain. То есть он войдет. Он Почему войдет. это? Инер, ну просто так, без указания на то, что он 100% войдет в любом случае. Если надо подчеркнуть, что вот полностью мы уверены, что вот, ну обязательно там, не знаю, таш я угала, в любом случае он войдет. Например, да, можно перебивать. Например, вот он придет в понедельник в 11 часов. Это уже инесер или вот инер, когда будет? И когда инесек. Ул душанбе күнү саат 11-де инесек, а если ул душанбе күнү саат 11-де һеҙгә инер, то это либо просто планы, ну придет и Он, придет. возможно, придет в 11 часов дня в понедельник. Да, около 11, так вот, ну договариваемся, короче говоря. То ул инер будет, да? Да, инер. Просто договариваемся без необходимости, нет необходимости подчеркнуть, что он 100% придет. Вот эта вот форма, инер, усор и так далее, используется намного чаще, чем инесек. С глаголами, надеюсь, мы разобрались хоть немножко. Попрошу ваши какие-нибудь замечания, ваши вопросы еще. Вопросы у нас будут на следующем занятии, когда мы немножко Вникнем. Когда это немножко Впитаем. Да. уляжется вот это все. Вопросы будут. Шуның менән дәрес тамам. Киләһе сорашканга тиклем һау булып торыгыз. У меня не укладывается все это в голове. Я не думала, что столько правил вообще есть в башкирском языке. Вариантов русского языка, они, конечно, присутствуют, их много, но не настолько, что подтверждать я не видел того, что случилось тогда, но вот у меня пока в голове не укладывается. Во-первых, мне очень понравилось, что в диктанте я ошибок не допустила. А по поводу глаголов, конечно, очень сложно. Первые 5 столбиков еще нормально мне даются, а дальше уже думать надо, что где там добавлять. Ну, здесь тоже надо, но как-то это проще. Первый и второй урок для меня было немножко непонятно и тяжело. А третий урок мне очень понравился. Я уже вникаю, я начинаю понимать. Но то, что для нас было сложно, вот в этом таблице и 7 кылым, и уртак кылым, они путают нас. И 7 кылым – это имя действия, мы понимаем как инфинитив. А потом идет уртак кылым, тоже мы понимаем как инфинитив. И это, поэтому это путает нас, как склонять. Это же склонение слов. Да. Ал, ала, алыр, алды, аласак. Правильно? Вот это не можем разобраться. Вот поэтому. Ну, в общем, это очень интересно. Я рад, что я участвую здесь. И рад, что изучаю башкирский язык. Я рад, что сегодня те, которые сложности у меня в прошлый урок, сегодня почти освоили насчет вот произношения. Вот хай и все такое. Ну, есть к чему-то еще стремиться. Много еще чего-то впереди. И думаю, что постепенно, которые, как мы изучаем, все будет ясно будет. Я надеюсь, что выучим. Это не вопрос. Литературное произведение. Ну, дам вам слово хадер. Хадер. Так. Почти правильно. Только, пожалуйста, убери вот эту клавишу. Как раз из тех, которые мы только что продиктовали. Илья у нас смотрит. Ладно.